Особенностью начала года является празднование бенатахсов. Считается, что у каждого дома есть свой покровитель бенатахийцев, которого необходимо задобрить. В нынешнем году этот день приходится на ночь со вторника 9 января на среду 10 января. В эту ночь режут петуха или курицу, желательно темной окраски. Я помню, как рассказывали старшие, что нечисть боится черного цвета, поэтому в этот вечер и резали черную птицу. По традиции, в ночь со вторника на среду осетины отмечают бенатахсав. Те, кто справляют этот праздник, приходят сегодня на рынок, чтобы приобрести петуха или курицу. А сколько у вас стоит петух? 800-700 рублей. А курица? Курица тоже. В этот день жители сел съезжаются на рынок со своими птицами и домашним сыром. Еще накануне на городском рынке петухи были в большом дефиците. Надя Кусраева живет в селении Арцеу. Сама разводит кур и держит скотину. Ежегодно в преддверии бенатахсов она приезжает на рынок продать сыр и птиц. Сегодня ночью осетины справляют бенатахсов, пекут пироги, режут петуха, просят благословения у бенатахийцев. Раньше в этот день резали козленка, ягненка или теленка, пекли пироги из свежего сыра. Килограмм сыра у меня стоит 350 рублей, петух 1500 рублей. Вот посмотрите, какой большой петух. День этот и поныне широко отмечается в Осетии, однако не у каждого имеется собственное хозяйство, и потому горожане в свою очередь приходят на рынок, чтобы приобрести себе жертвенную птицу. Мы осетины, и мы должны придерживаться наших традиций. Бенатахсав отмечают осетины на протяжении многих веков, и мы не должны забывать эту традицию. Непосредственно в ночь вторника выпекаются пироги, достаются соленья, нарезается сыр, и все приготовленное вместе с обязательным петухом выставляется на стол. Хозяйка обновляет угол бенатахийцев, и члены семьи собираются за столом. Старший мужчина в семье произносит молитву, обращаясь к бенатахийцам с просьбой уберечь от дурного глаза и несчастья членов семьи и оказать покровительство всем домочадцам. После него слово берет старшая хозяйка. Именно ее молитва более всего по душе патрону дома. По окончании первого круга тостов гасится свет. Все выходят во двор или на балкон дома для того, чтобы бенатахийцев, оставшись дома один, спокойно отведал приготовленный в его честь явства. Через короткий промежуток времени домочадцы возвращаются в дом, и начинается основная часть пиршества. Ну и, конечно, все гостеприимные хозяева знают правила этого вечера. Кушать то, что приготовлено в честь бенатахийцев, полагается только домочадцам, а для случайных гостей готовится отдельное угощение. Агунда Губозова, Александр Кочиев. Информационный выпуск сегодня.